скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Я намалюю белого коня з вялікімі і мудрымі вачыма. Я намалюю лес духмяных траў і сонечны авал у сінім небе. Я намалюю захад і ўсход і возера ў срабрыстым зянні, а потым намалюю я сябе, вядучага коня да вадапою. Я намалюю белага коня, каб у хвіліны смутку і адчаю адчуць, як мой намаляваны конь даверліва далонь маю кранае. «Я успею, я все успею». В 2002 году в Витебске под таким названием вышла книга, а помогли издать эту книгу его друзья через год после того, как его не стало. В этой книге удивительные стихи, они пронизаны, я бы сказал, даже не чувством, а состоянием и боли, и одиночества. В этих стихах и светлая грусть, и восторг, и нежность. А в книге его драматические произведения и интересные рисунки. «Я успею, я все успею». К сожалению, он многого не успел, но то, что он сделал как режиссер, актер, то, что он написал как поэт и драматург, это неординарно, это ярко, талантливо, это запоминается. За 25 лет творческой деятельности он поставил огромное количество спектаклей. Они были очень разными, и ведь дело не в количестве, а в том, что в каждом из этих спектаклей был он, его творческое «я», и несмотря ни на какие тенденции, никакие изменения в театральной среде, он всегда оставался самим собой. «Я успею, я все успею», в чем признаться даже Богу не смею, глядя в глаза. Не успеть – это просто нельзя. Валерий Маслюк. Здравствуйте, я пришел, чтобы вместе с вами смеяться от белоснежного счастья, с которым и дождь прошел, такой же, как я, долгожданный, и одинокий слегка, и теплый, и очень желанный, и пахнущий, словно рука, уставшая от сенокоса, омывшая душу водой. Не задавайте вопросов. Здравствуйте, я пришел. Вот эта деревня Пуща. Место, куда Валера Маслюк сбегал из Витебска, из Минска. И здесь он отдыхал. Отдыхал даже не то слово, это для городского человека отдыхал. Он сам вырос в Ушачах. Это была его родная земля. Здесь 187 озер в районе. Он был рыбак, но это не самое главное. Самое главное, что потом это в его стихах проявилось. Он напитывался здесь землей, вот красотой, тишиной, озерами. И потом это все в спектаклях было, в стихах было, вообще в том, какой он был человек. Он чистился здесь. Очень редко бывает, что человек попадает в эту профессию из маленького городка. Как правило, это там дети каких-то интеллигентных родителей, но какое же усилие нужно было совершить человеку, чтобы заниматься режиссурой, стать серьезной фигурой для белорусского театра, но тащила его все время сюда. Эта земля родила многих замечательных, талантливых людей. И я думаю, что
они не в воздухе висят, вот так, как бы в искусстве. Они очень крепко стоят ногами на земле. И это чудо, деревня Пуща. Это чудо из чудес. Он здесь был осенью, он здесь зимой сюда приезжал. Вот в этой хате он жил, затопит ее. И, может быть, стихи здесь писал, а может, ему какие-то мысли приходили здесь. Это благословенная земля. И в Валерии удивительным образом зачиталась вот такая тонкость человеческая и режиссерская поэтичность. Он очень поэтичный режиссер был. И одновременно он очень крепко стоял на земле, как бы он был крестьянский сын. И вот это все стало частью его профессии, его судьбы, его поэтики в профессии. Мы очень дружили, много времени проводили вместе. Но здесь я никогда не был при его жизни. Он приглашал меня сюда, мне не получалось приехать. Он после смерти нас сюда всех собрал. Вдруг раз, и все мы здесь, его друзья. Хацелася сонца, а яго не было. Ад думкі пра ваду паскіпаліся вусны, і доказам існавання існавала «хачу» сонца, вады, чысціні. Хачу крылы, гэтае сонца не сонца, а толькі адтуліна ў іншы свет па-сапраўднаму сонечны. Хачу слова, каб ім адчыняць закарэлыя сэрцы кахання, хачу зорку ў далоні, хачу хлеба, і каб вечна маці жыла і жывога бацьку. Прагныя рукі мае, колькі жаданняў, доказ майго існавання гэта хачу. Когда читаешь рецензии на его спектакли, интервью с ним, а их огромное количество, то создается впечатление, вернее, может создаться впечатление, что всю жизнь в его творческой деятельности ему сопутствовал успех, и он все делал как-то легко и победоносно. Это далеко не так, но, тем не менее, мальчик из деревни Ропна Полоцкого района после школы поступает в Ленинградский институт театра, музыки и кино к Игорю Владимирову, известному актеру театра и кино, на актерское отделение. Проучившись год, он возвращается домой, работает в школе педагогом и затем поступает в Белорусский государственный театрально-художественный институт на режиссуру к Владимиру Маланкину. На третьем курсе он уже режиссер Витебского драматического театра имени Якуба Колоса. Ему 27 лет, он уже главный режиссер Могилевского областного драматического театра, а в 30 лет главный режиссер Русского драматического театра имени Горького в столице. Он потом вернется в Витебск художественным руководителем Колосовского театра и его директором. Это потом. За этой победоносностью, легкостью, его напряжение душевное, его сомнения, удивительный труд, его размышления, он сам и его жизнь. И когда он приходил в театр, то всегда это означало начало нового творческого периода. Это и интерес к актеру, и очень хорошая драматургическая основа, классика, современная драматургия. И во всем этом была какая-то совестливая интеллигентность. Он поставил в Витебском театре спектакль «Клеменс» Саи. Это был один из его лучших спектаклей, очень запомнился и зрителям, и актерам, и он сам любил этот спектакль. В Могилеве он поставил «Тутейшие». Спектакль вызвал просто бурю эмоций в театральных кругах и у власти. В Русском драматическом театре он ставит Гамлета. Это был его и только его Гамлет. В 1986 году по Быкову он ставит «Знак беды», и этот спектакль был удостоен Государственной премии Республики Беларусь. Он всегда не терпел пошлости на сцене, он был против сна души и всегда только за качественную драматургическую основу, за настоящие чувства, эмоции и мысли. Это и Олби, и Уильямс, и Дюринмат, и Купала, и Дударев, и многие-многие другие авторы. Он однажды сказал, что «я хотел бы, чтобы приходили на встречу с умным театром».
Я хочу, чтобы мои спектакли нравились. В этом желание счастья и радости. Я седой лирик, но не по скудоумию, а потому что хочу делать добро всем и себе в том числе. И всегда приятно говорить человеку хорошие слова. Музыка — это то, что всегда знал, а наконец-то дождался. Но звучит она чуть-чуть отстраненно, словно обидевшись за долгое ожидание. Дождь без тебя слякоть, ливень с тобой дождь, беременный теплой радугой, которую вслякоть ждешь. Ливень омыл землянику, чтоб радуга пахла ею, тобой и мной, чтоб пела к нашим губам приникнув. Музыка — это то, что можно назвать мы, ибо рук наших это мыслесплетение и тел нерасторжение. Это мы, долгожданных себя услышав. Мы — это музыка. 24 года назад у меня спросил министр культуры, кто может возглавить театр. Я назвал фамилию Валерия Васильевича Маслюка. И вот мы встретились с Валерой в коридорах Министерства культуры впервые и стали внимательно изучать друг друга. Валера для меня прежде всего это лирик, поэт, натура очень незащищенная, такая противоречивая. Он мог одновременно быть и добрым, отзывчивым, и в то же время напористым, требовательным и, я бы сказал, даже жестоким. Вот так это все в нем уживалось. Мы друг друга очень быстро поняли, тем более у нас появились взаимные привязанности. Он безумно любил природу, рыбалку. Мы с ним выезжали на озеро, ловили рыбу, не столько ловили рыбу, сколько разговаривали. Позже чуть-чуть, когда он понял, что я являюсь для него соратником и другом, он стал читать мне стихи. И в последующем, когда мы уже вынуждены были друг другу говорить какие-то порой неприятные вещи, поскольку директор и главный режиссер должны решать проблемы взаимоотношений с труппой, соблюдать репертуарную политику и как-то выстраивать ее в соответствии со статусом театра. Все было буквально. Всегда это было по-мужски, по-человечески, один на один, и уже на труппу мы выходили абсолютно с единой точкой зрения. Для меня Валерий Маслюк, помимо того, что он очень хороший был человек, он был великолепный поэт. Так писать может человек, только преданно любящий свою Беларусь, Синеокую. Он очень любил озера, рыбалку. Он мог часами просто смотреть на поплавок. И я вижу, он не ловит рыбу, он просто думал о вечном. Не треба тримать при сябе тое, што любіш. Сэрца не вытрымае адзіноты. Не трэба трымаць пры сябе тое, што ненавідзіш. Сэрца не вытрымае адзіноты. Не трэба цэламу свету крычаць пра сваю любоў і нянавісць. Сэрца не вытрымае адзіноты. Когда в Русский академический национальный театр имени Горького пришел Валерий Васильевич Маслюк, лично в моей жизни начался большой творческий праздник. Этот человек, режиссер, поэт, он удивительно умел слышать людей. Мы все были одной семьей. Он заходил к нам в гримерки, мы всегда ему были рады. Были общие темы, разговоры, он читал стихи, мы говорили о многом. Прошло несколько лет, и мы стали большими друзьями. Особой вехой в нашей с ним творческой встрече была работа над спектаклем «Знак беды» по Быкову. Удивительное ощущение. Такой человек-поэт, который понимает, что такое белорусская женщина,
как о ней можно рассказать зрителю. Воспоминания о нем наполняют сердце какой-то грустной радостью, потому что оставил он после себя удивительный, удивительный свет. Как только возникает фамилия Валерий Васильевич Маслюк, костюмеры, гримеры, ой да, он очень много хорошего сделал людям на театре. Удивительный человек был. С ним всегда было очень уютно душе человеческой. Именно он подписал мне программку и подарил фразу, которую я часто произношу, которая мне безумно нравится, потому что в ней он весь. Жизнь прекрасна, пока в ней живучи совесть и талант. И вот он оставил нам наказ, чтобы талант никогда не потерял совесть, чтобы мы красивые были люди, чтобы мы с чистым сердцем подходили к нашему алтарю, к нашей театральной сцене. В 1993 году он уходит из Горьковского театра. Почему? Сам он комментирует этот поступок следующим образом. «Закончилось мое время, все нормально, но я не хочу сегодня повторять то, что делал вчера. Нужно не упустить время для того, чтобы что-нибудь изменить и продолжать идти дальше». Он получает новое назначение. Он директор и художественный руководитель знаменитого Колосовского театра. В Витебске его принимают восторгом, и это естественно. Он работал здесь, он всех знает, его здесь любят, родные лица, родные стены, и Колосовский театр, его первый театр, его первая любовь. Он ставит очень много интересных спектаклей. Это и «Король Лир» Шекспира, и «Соло для часов с боем» Заградника, и «Женитьба» Гоголя, и много-много других. Он пишет стихи, пьесы, и кажется, что ничего не изменилось. Он по-прежнему талантлив, успешен и полон творческих идей. Но это уже другой Маслюк, не тот, которому он был в 80-е годы. Тяжесть прожитых лет, разочарование, ошибки – все это не прошло для него бесследно. И тем не менее он пишет: «Очень хочется жить, отдавать. В душе что-то происходит, что-то накапливается. И вопреки всему я стал оптимистом. Вопреки всему я стараюсь отдавать». Валера был очень хорошим моим другом на протяжении 24 лет. Срок большой, мы дружили не только творчески, а просто по-человечески. Он никогда не повышал голоса, ни на репетициях, ни в жизни, ничего. Мне даже однажды интересно стало, думаю, он кричит вообще когда-нибудь или нет. Никогда. В душе это был очень интеллигентный человек глубоко. Хоть вот, пожалуйста, родился просто в Ушачах, в простой семье. А культура внутренняя настолько высокая была. И интеллектуальный человек, и талантливый. Доброта из него, и ко всему он любил, чтобы эта доброта не просто вот пришел, вот я тебе хочу сделать хорошо, а главное, чтобы это еще в каком-то фокусе. Вот он из ничего что-то придумывал. Глаза у него всегда были печальные, печальные и грустные. Потому что такое ощущение, что ну, душа у него очень такая была больная по поводу всего. Людей, творчества, земли этой нашей любимой.
И это в глазах у него очень выражалось. Всегда они были печальные, даже когда он улыбался. А когда он приходил дарить добро, он настолько был замечательный, он светился, этот свет передавался всегда не только мне, а на репетициях всем актерам, которые были заняты. Репетиции были очень смешными порой. Он, когда злился, просто тихо выходил из зала, потом заходил, садился и нежно говорил: ну давайте, ну вы же можете, ну родные. Как будто вот мать такая многодетная с детишками уговаривал и говорил. Просто замечательно. Огромная ценность для режиссера, когда он умеет каждого увидеть. И то, что надо в нем полюбить, и это лелеять, а что не надо, не замечать. Вот как он каждому старался что-то сделать неожиданное, теплое. Ну вот, я не знаю, он у всех в душе, в сердце остался, не только у меня. Очень теплым, талантливым, мудрым человеком. Грешил, а кто из нас безгрешен? И пил помногу на свои, и самых лучших в мире женщин, как мог, любил и был любим. На лапках не плясал пред сильным, ногами слабых не топтал, и даже если сильно били, цветам макушки целовал. И слабым был, как и истенок, и злым бывал, а кто не злой? И нищим подавал наводку у врат обители святой. И что? Не лучше и не хуже любого из толпы людской, и лишь земля, которой нужен, тепло сомкнется надо мной. Судить чужую жизнь очень сложно, и я не собираюсь этого делать, тем более, что он был человеком неординарным и во многом не такой, как все. Главным в его жизни был театр, но ведь кроме театра была и сама жизнь, были друзья, прекрасные актеры и в Витебске, и в Минске, и в Могилеве. Были и завистники, что, естественно, была и семья. В 1975 году его однокурсник Николай Пинигин, а сейчас это известный театральный режиссер, познакомил его со своей сестрой. Ее звали Аня, она училась в мединституте. Они встречались год и в 1976 поженились. Сегодня Анна Николаевна врач-кардиолог, их дети Даша, ей 27 лет, и Егору 21 год. Он очень любил своих детей, он любил свою семью, но вот именно на семью-то и не хватало времени, потому что все забирал: театр, спектакли, репетиции, гастроли, творческие встречи, и застолья, и компании, это все было, и частое стремление вырваться из плена плохого настроения, это тоже все было. Предчувствовал ли он свой ранний уход из жизни, кто знает, но он умел гадать по руке, и однажды Анна Николаевна спросила его: а что написано на твоей руке? Он сказал: я тебе не скажу, ты расстроишься. Валерий Васильевич Маслюк умер 26 августа 2001 года от обширного кровоизлияния. Ему было 48 лет. Он прожил свою жизнь стремительно, очень ярко и очень талантливо, но не играючи, потому что в этой жизни было много всего, было много и боли, и одиночества, много испытаний. Его любят, его помнят. Я остаюсь, конечно, с вами, пока каждый из вас живой. Валерий Маслюк. Здравствуйте, я пришел, чтобы вместе с вами смеяться от белоснежного счастья, с которым и дождь прошел, такой же, как я, долгожданный, и одинокий слегка, и теплый, и очень желанный, и пахнущий, словно рука, уставшая от сенокоса, омывшая душу водой. Не задавайте вопросов. Здравствуйте, я пришел. Все равно, где бы мы
не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам усталость, приснись.